Всем привет из солнечного Крыма. Ялта, зима. Конец февраля. Плюс 5 где-то, ветер. Сегодня ветер бешеный. Вечерняя покатушка. В Гурзуф. Едем. Турбодень. На турбо. Сейчас тут по односторонней улице едем. Солнечно, но ветрено. Причем ветер такой серьезный. Вот это тут поставил прям так впритык. Да, ветер такой приличный. Блин, солнце. Ничего не видно. Что такое? Зеленый же, едьте уже. Стоите. Там налево набережная, ну, в сторону Массандры мчим. С правой стороны уже Массандра начинается. Вон горы в снегу впереди. Этот куда еще едет тут? Односторонняя. А, ну если где-то отсюда выехал. Да, прохладненько. Вчера было теплее, но вчера не было такого ветра. Собака. А я правее, левее беру. Собаки эти замахали.
Че их не кормят, че шо? Или что? Почему их не кормят? Почему они такие голодные? Вчера на набережной тоже собака одна как вцепилась и давай бежать. А я ж на турбо как чухнул. Ну она так что-то там бежала пару секунд и все. Поняла, что смысла нет. Ну, хотя, если собака тренированная, если бегает там, прыгает постоянно, всякие тренировки у нее там, то она где-то разгоняет скорость. Я думаю, километров может так бежать 40. А если такая дворняга, чё там она? Ну, 20. 25, 30, я думаю, максимум. А такая тренированная собака, да, я думаю, километров 40 может бежать. А я как раз по ровному 40 еду. Ну, хотя если ветра нету, то в принципе можно и не только 40. Можно и 50 ехать. По ровной дороге, да. Так, проезжаем Ялта Интурист. С левой стороны он там отель Ялта Интурист. Многие, наверное, там были, знают, о чем идет речь, что за отель. Вон море. На Никиту держим путь наш. Да, ветер, падла, какой-то боковой. Ну да, боковой. Слева, справа где-то, когда как задувает. Солнечный день, да, но ветер, падла. Если б не ветер. Нету. Сейчас будет Отрадная, а потом уже Никита. На этих гироскутерах, или как они там, куда-то поехали в Ялту в магазин. Ну да, тут магазинов мало, сетевых магазинов вообще здесь нету.
Может, такие только, да, продуктовые, обычные. А сетевых здесь в Никите, в Отрадном нету. Только надо в Ялту ехать, закупаться. Ох, ветер, падла. Поздновато я сегодня выехал, уже почти 4:30. Сейчас пока до Гурзуфа доеду, уже будет 5:15 где-то. Ну сейчас и темнеет уже где-то в 6:30. Где-то в 6, по-моему, 10 или в 6:15. Так что нормально. Отрадное вот сейчас началось. Но оно там еще началось чуть. Проехал я. Сейчас тут будет справа поворот направо. Первый. Сюда вот. Гостевым домам, гостиницам, эллингам. И сейчас еще один будет тут поворот. Тоже на гостинице Эллинги. На берег моря. Ну там набережная такая маленькая вообще. Маленькая. Но туристы любят эти места из-за того, что здесь тишина. Нету никаких столпотворений там. Как вот, например, в Ялте летом. А здесь вообще тихо, спокойно. Никаких нету толп людей. Ну, особенно, но еще сюда, конечно, удобно приезжать тем, кто на машине. Вон там все это дело. Гостиницы, вон гостевые дома, там возле берега Эллинги. Ну и цены здесь дешевле, чем в той же Ялте. Вот. И удобно, да, больше тем, кто на машине. Потому что если на самолете пролетел или на вот поезде, то не совсем как бы удобно. Здесь пешком не дойдешь никуда. Только на автобус надо. С 2 собаками девчонка. Вон море еще. Огороды. Сколько он земли. Кто-то заберет скоро. По-любому. Да, тут просто такое место, что только на своей машине. Либо надо иметь деньги, чтобы каждый день ездить на такси в Ялту, туда и назад. Здесь небольшая набережная, пару магазинчиков продуктовых, ну, может быть, да, рыночек такой небольшой. Ну и все, как бы. Пляжи галечные, как и везде здесь рядом. Но они не совсем такие прям уж широкие, там длинные.
такие средние как бы. Ну, загорать можно и купаться, плавать. Есть люди, которым наоборот галька нравится. Водичка чистенькая, вообще шик. Особенно если когда много детей. Много детей, когда если купается, если вот песчаный берег и песок в море, то вода мутная, пока она там осядет. А галька всегда чистая, чище, чем песок. Поэтому есть, да, людям, которые постоянно, им только галька, все, песок им не надо. Ну, песок, ой, галька ж тоже бывает разная. Есть галька прям крупная. На такой гальке особо не загораешь, не покупаешься там в воде. А есть галька средняя, мелкая, нормально так. Тут он с правой стороны новый комплекс построили, продают квартиры, апартаменты. Ценники там, я смотрел, начинаются однокомнатная типа квартира или однокомнатные апартаменты. Самые обычные, простые, там сколько квадратов, по-моему, 20 с чем-то, что ли. Ну, самая такая вот бюджетная, можно сказать так. По-моему, что-то от 4 или от 5 миллионов. Типа новый комплекс же, прям возле берега. Но, правда, рядом ничего толком нету. Только на машине надо ездить в Ялту. Опять же, постоянно. Ну, там, на рынок, магазины. Погулять так на набережной. Ну, то есть пешком никуда не дойдешь, только он в Никиту в парке погулять. Да, там, короче, ценники 5 миллионов, 6, 8, 10, там и 15 есть. Так что такие дела, вот Никита. Никитский ботанический сад. Проезжаем. Красота, все деревья зеленые, вечно зеленый рай. Красотища, да. Запах. Этот хвойный запах. Ла-ла-ла-ла-ла. Подъем пошел. Мы на турбо. Турбо-день у нас сегодня. Но на турбо мне хватает вот в этой комплектации. Один аккумулятор встроенный 625 плюс 500 еще встроенный. Вот 1125. Вот даже вчера, кстати, тепло было, плюс, по-моему, 9 было. И мне первый раз хватило одного деления на 15 км. Ну, тут просто своя сейчас система стоит. Тут так, если один аккумулятор стоит, одного деления хватает на километров 7, там
6. Вот. А здесь, когда два аккумулятора стоит, оно там считывается по-другому. Вот вчера мне одного деления хватило на 15 километров аж. То есть я почти с Ялты доехал до Алупки почти с полным зарядом. Вот. И в общем на турбо мне сейчас хватает на 55 километров, на 58. А если сейчас вот будет тепло, то на целых 60 аж. 60 километров аж на турбо. А на ЕМТБ, думаю, километров 80. А 80 километров это вообще шик. То есть можно будет пробовать, куда поехать, допустим. Надо вот подумать. С Ялты в Утес, например, можно на ЕМТБ. Первый раз, кстати, да, попробовать проехать. Потом можно будет попробовать с Ялты в Алушту. В Алушту, по-моему, в одну сторону 40 км. Плюс там по набережной покататься по одной, по второй, это плюс еще там где-то километров 5, это 45 и 45, 90. Ну вот можно будет, да, попробовать поехать сначала. Ну в Утес 100% хватит, потому что в Утес, по-моему, 30 км в одну сторону. Вот. Утес хватит, да. А в Алушту под вопросом. Тем более подъемы есть. Затяжные там 1, 2, 3. Ну, у меня еще есть 3 аккумулятор. 500-ка. Я его пару раз с собой возил в рюкзаке, когда ездил на Форосскую церковь. Да, на Форосскую церковь ездил. По Севастопольской. По Севастопольскому шоссе ездил в Форосскую церковь. И назад было у меня. Ну, правда, да, я брал с собой 3-й аккумулятор. И я его ставил уже, когда назад ехал, уже когда приехал в Семиис. В Алупку, когда уже приехал, да, назад. Уже когда ехал в Алупку, приехал, и я уже переставил 500-й. И мне, я приехал домой, у меня было, сколько же было, я вспомню, 90 что ли, 88, 90, где-то так. Вот. Получается, до Форосской церкви где-то километров 45. И 45 назад по трассе нижней. Так, все, выехали с... А, еще не выехали. Еще едем по Никите. Никита, Никита. О, 35. Идем.
Шикарно. Да. Тогда я первый раз у меня такой был маршрут в этом году. А нет, это не в этом году было. Это было, по-моему, в декабре. Ну да, это в декабре было, когда было где-то плюс 10, там плюс 12. Я ездил в Форосик. А в этом году еще у меня дальних маршрутов не было. Вот потеплеет сейчас. Поеду в Утес, в Партенит, в Утес. Там есть один маршрут такой интересный. Надо его испробовать по трассе, а потом в Партените сворачиваешь, и потом там в Партените выезжаешь на набережную. Никитская стела, он сейчас. Вон она. Стела Никиты. Нам на трассу сейчас. Фух. Солнечно, да. Тралики эти ездят. О, красота какая, обалдеть. Обалдеть, красотища он какая. Не видно уже все. Красота, ляпота. Гурзуф. Плохо только лишь одно, что нету дороги нижней. Блин, этот тралик. Нам сейчас направо. Да, погодка сегодня супер, но ветрено, да. Если б не ветер, собака. Что они тут все поставали? А это учебные все. О, красота какая. Ух, видок.
Все, едем дальше в Гурзуф. Красотища, какие горы! На спуске горы! Вон красота, ляпота! Ух! Вот это виды! Вот это виды, конечно, да. Обалдеть просто. Просто обалдеть. Мы сейчас станем здесь вот с краешку. Сфотографируем. Виды такие, ты шо? Это еще пирожок. Да, виды. Огонь, виды. Гурзуф направо.
собаки. Она сейчас тут где-то стать нам. На секундочку. На секундочку нам надо. Все, погнали. Воу, разогнались быстро. О. Мусора он сколько. Так, ну у нас сейчас тут спуск, поэтому я сейчас камеру поворачивать не могу. Мусор собрали, да, будут вывозить. Да, вот такая красота здесь. Зимний Гурзуф. Красотища. И вон горы. Шапки в снегу. Да, зеленые горы, заснеженные горы. Какие хочешь. Добро пожаловать. Добро пожаловать в Гурзуф. В не сезон.
Прям пахнет зимним морем. Без толп туристов. На пляже никого. Ох, красотища какая. Опа. Сейчас заснимем красоту. Тихо, стоять. Стоять, бояться. Да, вот такая красота здесь. Вода где-то плюс 7, плюс 8. А воздух плюс 6, плюс 5 где-то. Холоднее даже, чем так. Так, поехали дальше. Прокатимся по набережной. Так, пускай сейчас пройдут. По ступеням нам надо заскочить. Сюда вот. Опа. Вот такая красота, людей нету. Можно топить смело на скорости. Купаются, что ли? Сейчас посмотрим. Ну да, купались люди.
Красота! Ты что, такие тучи? Вчера были такие примерно тучи. И сегодня. Да, красотища. Что, здесь съедем? О! Съедем здесь. И молодых ребят. Кофейня моя уже закрылась. Люди гуляют. Все равно, хоть и ветер. Ну, кстати, сейчас вроде здесь не такой ветер, как был там в Ялте. Здесь поменьше ветер. Опа, нырнули сюда. А теперь сюда. Опа. Да, тучи сегодня фантастические. Хоть и ветрено, но погода хорошая.
На подъем пошли. Гурзовские узкие улочки. Вкус детства. Сейчас посмотрим. В тот раз мы кофе не попили. Посмотрим сейчас, на месте он или его нету. Непонятно. Сейчас развернемся здесь. Вот здесь развернемся, сейчас встанем. Вот. На солнышке. Кофе наше есть или нету? Тут всякие магазинчики. Понятно, что здесь как бы так брать кофе, это надо оставлять в велобайк. А тут что? Непонятно что. Тут магазины тоже. Сейчас посмотрим. Все-таки здесь. Что-то нету там кофе. Аптека. Да, только такие магазинчики, что надо заходить. Оставлять без присмотра. А тут что? Тут тоже нету, короче, все закрыто. Все закрыто.
Все. Сейчас поедем назад домой. Попьем кофе на Массандре. Там-то кофе есть 100%. Собачники. Здесь я обычно беру кофе, но закрылся уже чувак. Не успел я маленько.